Привет, друзья мои! Сегодня будем менять стойки стабилизатора на автомобиле Kia Cerato второго поколения. Так, для этого нужно поддомкратить автомобиль. Я поддомкратил обе стороны. Пинки вот так вот поставил эту сторону. Эту сторону тоже поддомкратил, колесо снял. Ну, я оставил на домкрате, чтобы колесико подложил, чтобы никуда не упало далеко машина, ниже пола не упадет, ну, чтобы нас не придавило. Так, вот рассмотрим правую сторону. Допустим, вот она, вот он сам стабилизатор. Вот стойка стабилизатора. Они пришли в негодность. Так, вроде на вид ничего. Но когда едешь, по кочкам переваливается автомобиль и цокает. И отдает сильно в кузов. Цок-цок-цок-цок. Тук-тук-тук-тук. Стук неприятно. Поэтому будем их менять. Друзья, ставил я стойки разные. Разных фирм. За 300 рублей, за 500 рублей. За 1000 рублей. Разным, ну, все по-разному как бы ходят. Ну, хватает примерно в пределах там 10-15 тысяч. И надо менять. Дальше я наткнулся на фирму. Вот такую. Нет износа. Вот это наш советский производитель. Он ставит стойки стабилизатора, крепления вот эти на полиуретан. Написано 2 года гарантии по любым дорогам. Не знаю, как оно будет. Но я купил. Вот так они выглядят. Вон там вторая. Вот. Вот. Нет износа. Стойка стабилизатора. Номер ее каталожный NL303. Вот. Попробуем, как она. Я никогда такой фирму не ставил. Это какой-то частник. ИП. Ну, если взять, вот, например, стойку и смотреть, да, ну, довольно-таки качественно сделано. Сварочные вот эти швы, обработка. И они такие мощняцкие. Как бы очень, мне даже на вид очень понравилось. Вот. Делает наш советский человек, делаются в России. Приморский край. Вот. ИП Кутищев. ИП Кутищев, ребят, делает. Вот, ну посмотрим, как он делает. На вид очень даже неплохо. Даже на вид, слушайте, мне понравилось, очень качественно даже на вид сделано. Не знаю, попробуем, поставим, поездим. Вот такие вот будем ставить стойки на полиуретановой основе. Так, вот она наша стоечка, она вся в песке, поэтому чистим резьбовое соединение. Снизу тоже. И побрызгаем там БДшкой или чем-нибудь еще там, чтобы легко открутилось. Вот таким образом. Попадем на болт. Сейчас минут 5-10 оно постоит. И попробуем открутить. Здесь у меня, по-моему, на 19 или 17 какие-то стойки стояли. Ну, поглядим. Так, здесь у нас на 19. Я немножко ослабил. Вот. И тут она имеет под шестигранник проточку. Вот. На разных стойках по-разному, ребят. Где-то сзади имеет подгрань, например, там на 17 будет, да. Тут сюда вставляешь. Вот. И там держит. Ну, а эти стойки имеют вот такую под шестигранник. Сейчас мы попробуем. Опа! Можно либо эту крутить саму, если крутится, либо ключом. Я поддомкратил оба колеса. Можно по одному колесу домкратить, например. Одну сторону поднял, поддомкратил. Снял, поменял стойку вторую. Но если две поднять, то тогда не будет давления на стойку. Не надо будет подгибать стабилизатор.
я оба поднял. И они свободные. Можно посмотреть еще втулки, как втулки себя ведут еще. Разбиты они или нет. Так. Вот, снимаем. Мы когда затягиваем, немножко вот здесь вот плющим, и поэтому по резьбе оно не выходит. Немножко подстучать. Вот мы достали. Вот она разбита вся. Там болтается. Также ключиком на 19 ослабляем вниз. Вот так вот лучше видно. Все снимаем. Бывает, они прикисают и вообще не открутишь. Приходится болгаркой срезать, да и все. Как бы старые срезаешь, новые ставишь. Вот. В принципе, удобно. Подлезть можно. Все доступно. Вот сняли мы его. Это еще вроде, ну тоже уже, да. Тоже как-то в одном положении. Вот, смотрите, видите. И вот это будет стук. А верхний вообще разбит. Вот он. Болтается. Вот таким образом проверяем мы. Эти втулки вроде ничего. Можем еще вот так вот проверить. Вроде ничего. Все. Сейчас протираем это все. Убираем грязище. И ставим новую. Так, ребят, вот новая у нас. На полиуретане. Фирма «Нет износа». Вот тут так вот они сделаны. Гаечка у них имеет зажим пластиковый, чтобы не откручивалось. Вот так вот. Все вставляем на место и закручиваем. Резьбу я немножко смазываю, резьбу вот такой графитной смазкой. Можно любой смазкой смазать, чтобы потом открутить. Но графитная лучше, как бы карандаш, он откручивает вообще четко. Когда поездит и закисает. Немножко смазываем. Эту сторону тоже чуть-чуть буквально. Он, когда будем накручивать, распространится по всей резьбе. И тогда будет смазано у нас и не заржавеет, так сказать. Вот так вот, маленько. Все вставляем. Без разницы, вверх, низ. Нажимаем гаечку. Так, и теперь низ. Попасть он должен хорошо, потому что мы особо ничего не меняли. А если там с той стороны открутить, вообще попадет хорошо. Так, где там дырка-то у нас? Оп, оп, все. Стоечка на месте. Накручиваем гаечку там же. Так, ключик у нас тут на 19. Воспользуемся головкой с удлинителем, ключом, трещоткой. И затягиваем. Вот у нас затягивается. Хорошенечко притягиваем, чтобы они у нас не открутились. Так, момент затяжки, значит, 60, 65, наверное, 65, по-моему. Вот, но мы не будем моментом затягивать, просто хорошенечко притянем. Вверх-вниз. Все, на этом все, друзья. Стойка стабилизатора у нас заменена. Так, что еще? Все в обратном порядке все собираем, ставим колесо, переходим на ту сторону. Вот. Лучше, конечно, поднять полностью, чтобы нагрузка на стабилизатор была минимальной. Не было ее вообще, так сказать. Но можно и по очереди. На этом все у меня, друзья. Всем удачи, всем здоровья. Пока.